2008 году как раз вот я и познакомилась с братом Амитхана, Шамиль. Он еще был жив, жил в доме матери. И там же и написался вот один из первых этюдов портрет Шамиля. Он нам рассказал, что вот здесь он рос, его детство здесь прошло. Здесь он плавать научился, рассказывал, как он там прыгал с камней. И такой вот был очень шустрый мальчишка. Вот, рассказал, что потом он ушел воевать. И, в общем-то, и погиб он уже при подвиге. Уже больше 10 лет каждый свой летний пленэр я посвящаю этому городу. Юг, он людей открывает, в отличие от северной, люди, они более такие закрытые. Представлены вот эти картины, на которых мы видим крымско-татарские дома, улочки, море, камни, которые видел в детстве Амитхан Султан. И вот у нас есть такая возможность на месяц видеть эти картины в ее живописи и радоваться. Она много пишет в Крыму, поэтому уже почувствовала этот крымский теплый колорит, который не все северные художники могут передать, но Юля уже сроднилась с Крымом, потому что много лет сюда ездит. Она придает людям силы, может быть, благодаря воздуху и солнцу, в котором присутствует на этих полотнах. Может быть, благодаря детям, которых Юля с любовью изображает на своих картинах. Они возвращают нас в мир нашего детства, и они дают нам свежие силы, новые силы и возвращают способность мечтать. Все работы наполнены воздухом. Вот что не хватает у многих художников, это воздух. А у нее много солнца и воздуха. И берется вот за сложные работы. У него многоплановые, многофигурные работы. Это очень сейчас редкость.